Ага. Здравствуйте, дорогие ребята. Так, сегодня мы продолжаем цикл консультаций по проекту «Продвижение плюс» для учащихся 9 классов. Предлагаем сегодня вашему вниманию практикоориентированные задачи с 1 по 5 по теме листы бумаги. Меня зовут Матананова Мария Васильевна. Я учитель математики средней школы номер 13 города Якутска. Так, давайте сначала повторим основные правила и свойства, которые будем использовать сегодня при вычислениях. Напоминаю, что пропорции мы называем верное равенство двух отношений. Можно записывать как равенство дробей, так и с помощью знака деления. И основное свойство пропорции у нас в верной пропорции произведение крайних членов равно произведению ее средних членов. А и Д у нас крайние члены, что хорошо видно у нас во второй пропорции. В и С средние. Так, теорема Пифагора у нас сегодня будет. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенуза равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза С, катеты АБ. Ну и тогда, чтобы найти гипотенузу, мы извлекаем квадратный корень из суммы квадратов катетов. А чтобы найти катеты, мы извлекаем квадратный корень из разности квадратов гипотенузы и известного катета. Так, ну и повторим быстренько правило округления чисел. При округлении числа до какого-нибудь разряда все следующие за этим разрядом цифры заменяются нулями. Если первая замененная нулем цифра равна нулю, единице, 2, 3 или 4, то стоящую перед ней цифру оставляют без изменения. А если первая замененная нулем цифра равна 5, 6, 7, 8 или 9, то стоящую перед ней цифру увеличивают на 1. И вот я привела пример. Число 1853 округлили до десятков. В разряде единиц у нас стоит цифра 3, поэтому этот разряд просто обнуляется. И 5 не изменяется. А когда мы округляем это же число до сотен, у нас в следующем разряде стоит цифра 5, поэтому разряд сотен увеличиваем на единицу. Получаем 1900. В десятичных дробях возьмем дробь 3,487 и округлим ее до десятых. После десятых в разряде сотых стоит цифра 8, значит разряд десятых увеличивается на единицу. Получается 3,5. Ну, а когда мы округляем эту же дробь до целых, после разряда целых у нас стоит цифра 4, поэтому 3 не меняется, остальные разряды у нас обнуляются, и получается ровно 3 целых. Так, ну и внимательно прочитаем условия задания. Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой А0, А1, А2 и так далее. Лист формата А0 имеет форму прямоугольника, площадь которого равна 1 квадратному метру. Если лист формата А0 разрезать пополам параллельно меньшей стороне, получается два равных листа формата А1. Если лист А1 разрезать также пополам, получается два листа формата А2 и так далее. Это у нас видно на рисунке справа. Отношение площадей, отношение большей стороны к меньшей стороне листа каждого формата одно и то же, поэтому листы всех форматов подобны. Это сделано специально для того, чтобы пропорции текста и его расположение на листе сохранялись при уменьшении
или увеличении шрифта при изменении формата листа. В таблице даны размеры с точностью до миллиметра 4 листов, имеющих форматы А0, А2, А3 и А5. И задание номер 1. Установите соответствие между форматами и номерами листов бумаги из таблицы. Заполните таблицу. В бланк ответов перенесите последовательность 4 цифр. Так, ну, самый большой формат у нас А0. И самые большие размеры у нас у листа под номером 3. Значит, А0 у нас стоит под 3-м номером. Дальше идет по убыванию у нас номер 2. Это формат А2. Номер 4. Это формат А3 будет. И самый маленький размер у нас в номере 1. Ответ 3, 2, 4, 1. Вторая задача. Сколько листов формата А5 получится из одного листа формата А2? Так, давайте напишем такую цепочку форматов от А1 до А5. Посмотрим, сколько у нас получится форматов А5. У нас имеется один лист А1. Из него мы получаем 2 листа А2. Из одного А2 мы получаем 2 листа А3, так что из 2 листов здесь получим 4 листа А3. Тогда А4 получится 8 штук и А5 16 штук. То есть при изменении формата на соседний у нас количество листов удваивается каждый раз. Так, ответ 16. Третья задача. Найдите ширину листа бумаги формата А4. Ответ дайте в миллиметрах и округлите до ближайшего целого числа кратного 10. Так, размеры формата А4 мы не знаем, в нашей таблице их нету, поэтому отталкиваемся от формата А5. Ну, как мы знаем, А4 у нас состоит из 2 листов А5, да, расположенных вот так. Размеры А5 у нас 210 на 148. Ну и тогда видно, что ширина формата А4 это и есть длина листа А5. Ответ 210. Ну, здесь надо учесть, что шириной прямоугольника мы считаем меньшую сторону, да? Ну и так как у нас получилось число кратное 10, тут мы не округляем. Четвертая задача. Найдите длину листа бумаги формата А1. Ответ дайте в миллиметрах и округлите до ближайшего целого числа кратного 10. Так, размеры формата А1 нам также неизвестны, поэтому берем лист А0 и делим его пополам. У нас получится тогда 2 листа формата А1. Так, и ширина формата А0 является у нас тогда длиной формата А1. Это у нас 841. Округляем это число до десятков и получаем 840. Пятая задача. Найдите отношение длины большей стороны листа формата А6 к меньшей. Ответ округлите до десятых. Размеры формата А6 нам также неизвестны, поэтому берем формат А5 и делим его пополам, параллельно меньшей стороне, как было указано в условии. Да? Получаем 2 листа формата А6. Вот тогда видно, что ширина формата А6 у нас
в 2 раза меньше длины формата А5. А длина формата А6 у нас 148 будет. Составляем отношение. 148 делим на 105. Получаем примерно 1,409 и округляем до десятых. Получается 1,4. Это ответ. Шестая задача. Найдите отношение длины диагонали листа формата А5 к его меньшей стороне. Ответ округлите до десятых. Так, ну возьмем формат А5. У него размеры 210 на 148. Проведем диагональ. Я обозначила диагональ буквой D. Ну и по теореме Пифагора находим длину этой диагонали. У нас получается число корень квадратный из 66 004. Составляем отношение длины диагонали к меньшей стороне. И получаем в числителе корень из числа 66 004, в знаменателе 148. Введем 148 также под квадратный корень. Для этого мы его возводим в квадрат. Я тут специально написала 2 раза, умноженное на себя 148. Так, здесь выполняем сокращение. 148 и 66 004 делятся на 4. В числителе получается 16 501, а здесь 37. И получаем под квадратным корнем вот такую дробь. Числитель 16 501, знаменатель 5476. Это примерно равно квадратному корню из числа 3,1. То есть примерно корень из 3. А корень из 3, как мы знаем, примерно равен 1,7. Седьмая задача. Найдите площадь листа формата А3. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. Ну, в первоначальном условии было сказано, что формат А0 имеет площадь 1 квадратный метр. Переведем 1 квадратный метр в квадратные сантиметры. Получим 10 000 квадратных сантиметров. Формат А1 у нас в 2 раза меньше формата А0, да? Поэтому площадь этого листа А1 также будет в 2 раза меньше, чем площадь листа А0. 10 000 делим пополам, получаем 5000 квадратных сантиметров. Следующий формат у нас А2. Он в 2 раза меньше, чем лист А1, поэтому здесь 5000 делим на 2. Получаем 2500 квадратных сантиметров. И нам нужна площадь формата А3. 2500 делим пополам. И получаем 1250 квадратных сантиметров. Это ответ. Задача номер 8. Бумагу формата А2 упаковали в пачки по 120 листов. Найдите массу пачки, если масса бумаги площади 1 квадратный метр равна 180 граммам. Ответ дайте в граммах. Так, ну, площадь 1 квадратный метр у нас имеет лист А0, да? Напишем цепочку А0, А1, А2 и посмотрим, сколько листов А2 получается у нас из формата А0. Так, получается 4 листа А2 из одного листа А0. Значит, 4 листа имеют массу 180 граммов,
А мы должны узнать массу 120 листов. Обозначим как x, составляем пропорцию, находим x и получаем ровно 5400 граммов. Это ответ. 9-я задача. Размер, то есть высота типографского шрифта, измеряется в пунктах. Один пункт равен 1,72 дюйма, то есть числу 0,3528 десятитысячных миллиметра. Текст напечатан шрифтом высотой 20 пунктов на листе формата А2. Какой высоты нужен шрифт в пунктах, чтобы текст был расположен на листе формата А3 таким же образом? Размер шрифта округлите до целого. Так. Вот я расположила два листа формата А2 и А3, указала его размеры. Так. И текст на формате А2 у нас имеет высоту 20 пунктов. Да? Вот 20 пунктов. И мы должны узнать высоту этого же текста на формате А3. Я обозначила как X. Ну, здесь эту высоту можно найти двумя способами. Составить пропорции относительно длин или относительно ширины. Так, если составим пропорцию относительно длины, она выглядит так. 20 относится к x, так же как 594 относится к 420. Получаем x равный 14,14 и округляем до целых. Получаем 14. А если мы составим пропорцию относительно ширины, то получаем, что 20 относится к x, так же, как 420 относится к 297. X равно также 14,14, и при округлении до целых получаем 14. Спасибо за внимание. Желаем удачи на экзамене.